Добрый день, дорогие друзья! Хайырлы көн, кадерлі достар! Біздің каналдағы башкирт тілі дәрісіне рахим етегіз. Продолжаем изучать башкирский язык, учитывая передовые методики обучения иностранных языков. Одним из таких методик является метод интервального повторения. Эта техника позволяет лучше запоминать новые слова и понятия. Она заключается в том, что вы должны повторять изученный материал через определенные промежутки времени. Например, если вы учите новые слова, то их следует повторить несколько раз на протяжении одного занятия. Затем повторить на следующий день. Потом еще раз, спустя несколько дней и, наконец, закрепить материал через неделю. Предлагаем повторить некоторые слова и выражения прошлого занятия. Тогда мы рассмотрели способы образования числительных в башкирском языке и научились определять время. Вспомним числительные. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, 11, 12, 20, 21, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 1000. А теперь объединим лексику нескольких занятий. Попробуйте понять на слух, о чем я говорю. Минің үз кустым бар. У меня есть 3 младших брата. Башкирт тілінде 42 харф. В башкирском языке 42 буквы. Был 71-ші фатир. Это 71-я квартира. Сағат 6-сы 5 минут. Время 5 минут 6-го. Сағат 12 минуттан 2. Время без 12 минут 2. Отлично. Сегодня мы с вами начинаем изучение одной из самых трудных, но в то же время наиважнейших тем любого языка – глаголы. Речь не может обходиться без слов, обозначающих действие. Они используются в различных грамматических формах. В единственном числе, во множественном числе, в первом, во втором и в третьем лицах, в прошедшем, настоящем и будущем времени. Однако в основе всех этих форм лежит повелительное наклонение глагола во втором лице единственного числа, которое совпадает с основой глагола. К нему уже прибавляются различные аффиксы. Келін, кел мұнда. Келін, сәл қой. Келін, өт қой. Келін, шекер ал. Келін, бал қой. Келін, икмәк тел. Келін, май бер. Келін, газет оқы. Бәхестен бәхет туамы. Тукат түгел йортлы зур гына авылда бик бәхетле кешеләр яши. Береннән-бере матуррак зауык менән бизәлгән өйләрдә яшәгән улар. Һәр хуҗалыкты гүзәл баксалар уратып алган. Авылдаштар ел әйләнмәһенә емеш-җиләктән, яшелсәнән өздермәгән. Язарда дәртләнеп каршы алгандар йәйдәрде көндә. Келін, бар, түтәлдәргә һыу һип. Тышта кар ява бит.
Тун киіп сықың. А сейчас попробуем прибавить к основе глагола, который совпадает с повелительным наклонением во втором лице единственного числа аффикс отрицания ма, мя. Сык – выходи, выйди, сыкма – не выходи. Эс – пей, эсмә – не пей. Бир – дай, отдай, бирмә – не давай, не отдавай. Хал – положи, халма – не клади. Тель – нарежь, нарезай, тельме – не нарезай. Куй – ставь, поставь, куйма – не ставь. Укы – читай, учись, укыма – не читай, не учись. Хип – поливай, полей, хипме – не поливай. Хюля – говори, хюляме – не говори, не рассказывай. Эшля – делай, работай, эшляме – не делай, не работай. Ал – бери, алма – не бери. Эйт – скажи, эйтме – не говори. Ултыр – садись, сиди, ултырма – не садись, не сиди. Улым, қауыққа сықма. Ярарысы. Улым, интернетта ултырма. Ярарысы. Улым, Әсәй, исмә, йөрмә, барма, қарама, асма, үндәшмә, ауырыма, ырғыма, йәлләмә, илама. Булдымы? юк. Ең мөһиме, шулардың береһен дә онытма. Ярарысы. Итак, чтобы образовать отрицательную форму повелительного наклонения во втором лице единственного числа, достаточно добавить к основе глагола отрицательную частицу «ма», «мя». Закрепим этот материал при помощи пословицы, которую легко запомнить. Куп хилеме, куп ишле. Много не говори, не болтай, много делай. В этой пословице употреблены и положительные, и отрицательные формы повелительного наклонения глагола во втором лице единственного числа. А теперь активизируем лексику сегодняшнего и предыдущих уроков. Алты тула 10 минуттан киль. Приходи без 10 минут 6. Кызыл матур итәк ал. Возьми красную красивую юбку. Бүгін өләсәйгә бар. Сегодня иди к бабушке. Исеміңді әйтмә, не говори свое имя. Үйдә ултырма, не сиди дома. В конце каждого занятия мы даем советы по эффективному изучению башкирского языка. Сегодня хотим подчеркнуть то, что человек, желающий изучить язык, старается побыстрее продвинуться в обучении и получить побольше новых знаний. Однако это не совсем правильно. Гораздо лучше дело продвигается, когда новое смешивается с уже знакомым материалом. Так мы не только легче усваиваем свежий материал, но и закрепляем пройденные уроки. В результате процесс освоения иностранного языка происходит гораздо быстрее. Поэтому систематически повторяйте пройденные уроки. Оңыштар, удачи вам, хау булыгыт!